В Якутии появилось движение, которое решило наконец-то называть вещи своими именами. Валерий Алексеев и команда «Справедливого дозора» совместно с «Честной Якутией» стали показывать горожанам то, что скрывают за красивыми фасадами и громкими лозунгами. Они выходят на улицы, снимают видео, собирают жалобы и требуют реакции властей. «Справедливый дозор» за короткое время разобрал несколько проблем, на которые чиновники годами закрывают глаза, но от которых страдают простые люди. В микрорайоне Звездный активисты показали, что за фасадами новостроек скрываются холодные дома, неподготовленные к зиме, отсутствуют дороги и инфраструктура. Управляющие компании молчат, но регулярно выставляют счета. Также проверили спортивный объект ДЮСШ номер 10, построенный по нацпроекту. Оказалось, что трубопроводы и радиаторы держатся на честном слове, а балки ржавеют. На объектах выявлены грубейшие нарушения электробезопасности. В душевой комнате провода проложены по полу, где постоянная влажность, что может привести к трагедии. Проблемы выявлены и на остановках маршрутов номер 35 и номер 5. Нет туалетов для водителей, что превращает их работу в унижение. Мы часто жалуемся на водителей, но редко задумываемся, в каких условиях им приходится работать. Также выявлены социальные вопросы. Например, уменьшается пайка хлеба, а цена остается прежней. Это мелочь, но создает ощущение несправедливости. На площади Республики дети получили порезы о металлические решетки фонтана, которые настолько острые, что ими можно порезать бумагу. На детских площадках в 202-м микрорайоне конструкции разрушены и небезопасны. Активисты подали обращение в мэрию и прокуратуру. Проблема с песочницами была решена после жалоб. В Жатае проверили спортивную площадку ДЮСШ. Выяснилось, что средства на ремонт труб были освоены, но фактически работы не провели, а место просто присыпано песком. Памятник Тарасу Десяткину, герою соцтруда, разрушился через 2,5 года после открытия. «Справедливый дозор» также заметил, что частные предприятия в Якутске содержат имущество в лучшем состоянии, чем государственные и муниципальные структуры. Это вызывает вопросы к управлению городом. Эти инициативы важны, потому что они становятся голосом тех, кого игнорируют. Власти не могут закрывать глаза, когда все зафиксировано и показано публично. Гражданский контроль – это то, что приходит, когда не работает государственный. Где не справляются стройнадзор, прокуратура, мэрия, появляются активисты, фиксируют каждый дефект и требуют ответа.